Международный день белой трости отмечается 15 октября. Международное сообщество обозначило на календарях немало знаменательных и памятных дат, в их числе Международный день белой трости. Это не праздник, это своеобразный знак, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. По данным Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, в мире поражены слепотой 36 миллиардов человек, и 1,3 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения. При этом около 65% всех людей, страдающих от нарушения зрения, это люди в возрасте 50 лет и старше. Эта возрастная группа составляет 20% населения мира. История белой трости как символ слепоты берет начало в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой профессиональный фотограф Джеймс Пикс, который после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет, и она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а позднее России и, конечно, Казахстана. В 1950-60-е годы по всему миру началась широкая кампания по изучению и разъяснению вопросов, связанных с жизнедеятельностью инвалидов и людей со спецпотребностями. Особенно социальная направленность в государственной политике того времени проявилась во многих европейских странах, США и в результате американским конгрессом было принято решение об объявлении 15 октября Днем белой трости, который впервые отметили в Америке в 1964 году. В США и в большинстве других стран мира люди, пользующиеся белой тростью, имеют право переходить через автомобильные дороги, независимо от места или сигнала светофора. Аргентина стала единственной страной, которая на законодательном уровне разграничила белую трость для незрячих и зеленый трость для слабовидящих. Во всемирном масштабе Международный день белой трости – это символ незрячего человека, был утвержден 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых. В последующие годы к данному движению присоединились все другие новые страны. Трость – это не только символ незрячих людей, это их инструмент, их глаза. Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить высокие препятствия, например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины. Скольжение трости по поверхности дороги определить наличие низких бордюров, ступенек, люков и ям. Главная цель для Дня белой трости – это еще раз привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей, которые порой подолгу оставаясь незаметными, живут рядом с нами и не видят всех красок окружающего мира, чтобы понять и принять друг друга такими, какими мы все есть, со всеми достоинствами, отрицательными и положительными сторонами характера, сложностями и спецификой. Поэтому традиционно ежегодно к Дню белой трости во многих странах силами общественных организаций и волонтеров организуются различные мероприятия. Это семинары и встречи, тренинги и короткие лекции, популярно рассказывающие всем желающим о том, кто такие незрячие, зачем им нужна белая трость и как можно помочь. Также проводятся турниры и соревнования между зрячими людьми, которыми специально завязывают глаза. В СМИ выходят передачи и статьи о жизни, работе и успехах незрячих людей, а в Казахстане ежегодно проводят месячник белой трости, то есть также организуют семинары, круглые столы, лекции и другие просветительские мероприятия с целью познакомить общественность с проблемами незрячих людей. Спасибо за внимание.